Добрый день, уважаемые школьники, учителя и коллеги. Мы рады приветствовать вас на нашем семинаре, который посвящен нашему конкурсному и олимпиадному движению. Мы сегодня с вами рассмотрим вопросы касаемо подготовки к этим конкурсам. Мы разберем те ошибки, которые очень часто происходят у детей, и посмотрим еще, что нас ждет в плане выбора ЕГЭ. Я тоже подскажу, на что обратить внимание. Меня зовут Илюшина Наталья Степановна, я начальник управления рекрутинга и карьерного развития. И сегодня я буду с вами вести этот семинар. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы можно будет задать в комментариях, мы обязательно на них ответим. И позвольте предоставить приветственное слово первому проректору Мустаеву Алмазу Флюровичу. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие родители, учащиеся. Рада вас приветствовать на нашем таком семинаре в конце этого года практически. Я бы хотел обратить внимание, что сеть психпедклассов, которая создана, она согласованная с Министерством образования нашей республики, с Министерством просвещения Российской Федерации, находится на контроле у этих министерств. И для нас самое главное, чтобы создать ребятам возможность получить необходимое сопровождение, в том числе в выборе педагогической профессии. Сегодня коллеги остановятся на некоторых моментах важных, узловых, я бы тоже просил обратить на них внимание. Во-первых, это Акмулинская олимпиада. У нас сейчас заочный этап прошел, свыше 8 тысяч участников, не только с Республики Башкортостан. Из психпедклассов, наверное, порядка 800, потому что где-то информация две недели назад было 700 человек. Это неплохой показатель. Единственное, нам надо понимать, что там у нас дети с 8 по 11 класс, и для 11-классников это, конечно, возможность, во-первых, по перечневым предметам, их у нас 8, получить баллы, в том числе при поступлении в наш вуз и не только, но мы говорим о своем вузе с вами, и даже участие в этой олимпиаде дает им баллы при поступлении. Наша задача будет сопровождение их. Вот до 20 декабря мы объявим результаты, они у нас в принципе есть, обрабатываются. У нас соответствующая структура, центр 5К, он обратную связь тоже проведет, и мы постараемся, чтобы все школы, все психпедклассы получили результаты своих детей, и мы надеемся, что они пройдут во второй этап. Очный этап будет на базе педуниверситета в марте. Мы тоже постараемся этот график максимально сделать комфортным для вас и надеемся, что наши ученики, учащиеся психпедклассов, тоже смогут быть призерами и победителями этой олимпиады. Второй момент. Мы будем говорить о конкурсе «Земля в цифровой проекции». Этот конкурс для учащихся психпедклассов имеет свой трек. Об этом тоже Слат Ришатович расскажет, человек, который этот проект возглавляет, координирует. И мы бы тоже хотели вас попросить, чтобы максимально ребята поучаствовали, потому что, с одной стороны, это будет очень интересное мероприятие, и мы с учителями можем поработать вместе, где дети в качестве, скажем так, основного результата могут записать видеоролик такой образовательный, использовать его в том числе в школе, и как вот результат работы. И участие в этом конкурсе тоже учитывается в наших правилах приема для 11-классников. Следующий момент, который я бы тоже хотел обратить внимание, письмо от Министерства образования и науки Республики Башкортостан за подписью Ильдара Маратовича Мавлетбердина ушло по районам, надеюсь, вы получили, где определены, скажем, сейчас идет работа по целевому набору, по плану целевого набора в 2023 году приема. Ну, в тех районах, в Уфе, естественно, тоже, где есть потребность в педкадрах, потребность она есть. Если ребята проявляют желание, 11-классники, поступить целевым образом, мы, конечно, должны включить и не забыть эти фамилии психпедклассов, потому что это результат нашей совместной работы. И я, коллеги, убедительно прошу, вот здесь в министерство вы будете отправлять информацию, а в наш центр, Наталья Степановна скажет, можно
с вашего разрешения отправлять информацию более детальную для того, чтобы мы могли организовать адресную работу. И убедительная просьба, у нас выбор ЕГЭ не за горами. Конечно, наша задача, чтобы дети выбрали те, скажем так, предметы ЕГЭ, которые им позволят дальше определиться с вузами. К сожалению, и в прошлом году были случаи, когда, например, не сдавалась профильная математика или сдавались, скажем так, не те дисциплины, которые на самом деле абитуриенту в результате понадобились. Поэтому ребята тоже должны сделать осознанный выбор. И мы бы хотели от вас тоже получить в конце информацию, какие необходимо нам мероприятия провести. Возможно, более адресные с конкретными школами, районами. Мы готовы это делать, в том числе выездные. Ну, естественно, по разумному графику, потому что много выездов, они могут иметь мало эффекта. И дистанционный формат этот мы будем практиковать. Кроме того, в декабре мы планируем организовать методический семинар с теми учителями, которые у нас сейчас обучаются на программах повышения квалификации с кафедры психологии. Они разрабатывают проект. И уже в следующем году мы также для новых психпедклассов проведем такой семинар, где обязательно учителей, которые задействованы в этой работе, мы организуем бесплатное повышение квалификации на нашей базе и вместе с вами будем разрабатывать сопровождение с учетом специфики школы. Сейчас мы ориентируемся в основном на внеурочную деятельность, на тренинги, на групповую работу, но у нас есть опыт на том же Институте исторического правового образования, когда основой деятельности психпедклассов являются проекты, проектная исследовательская деятельность. И такой формат тоже будет нами предлагаться. Ну и кроме того, как мы договорились, у нас с вами 8 и 9 классы, мы будем предлагать мероприятия совместные, где дети будут приходить и в технопарк, и на нашей площадке в удобное для вас время. Мы будем организовывать так называемые профессиональные пробы, а уже для 10-11 классов мы вот в этом, скажем так, полугодии апробировали подготовку к ЕГЭ, к ЕГЭ по ряду предметов, в том числе дистанционно она получилась, и в следующем полугодии мы тоже будем проводить дистанционную подготовку, консультирование к ЕГЭ, к ЕГЭ для тех школьников, кто будет выбирать русский, обществознание, математику в основном, те предметы, которые нужны для поступления в педагогический университет. Вот эта, коллеги, информация вкратце сегодня будет более детально она обсуждаться, и мы бы очень хотели в конце услышать ваши вопросы и скорректировать, скажем так, нашу работу и дорожные карты. Спасибо. Большое спасибо, Алмаз Люрович. И позвольте первое слово предоставить Салавату Ришатовичу Мусифуллину, исполняющему обязанности заведующего кафедрой обществознания, права и социального управления нашего университета. Он расскажет как раз-таки про те конкурсы, которые сейчас у нас запускаются. Это у нас Всероссийский конкурс исследовательских работ «Моя земля в цифровой проекции» и Всероссийский конкурс эссе по обществознанию «Взгляд молодежи на меняющийся мир». Слово вам. Добрый день, уважаемые ученики, учителя, кураторы. Хотелось бы вас ознакомить с теми конкурсами, которые у нас ожидаются, которые запущены в этом году, и финал у нас пройдет уже в апреле 2023 года. Мы запускаем два больших конкурса. Это третий всероссийский конкурс исследовательских работ «Моя земля в цифровой проекции» с международным участием. И 10-й, уже юбилейный в этом году всероссийский конкурс эссе по обществознанию «Взгляд молодежи на меняющийся мир». Оба этих конкурса уже известны и ученикам, и учителям. Хотелось бы пару слов о этих конкурсах вам сказать, ну и направить вас, наверное, к такому результату, где ваши ребята смогли бы успешно выступить.
Организатором конкурса является Институт исторического образования БГПУ, ну и у нас методическую поддержку оказывает Общественная палата Республики Башкортостан, уполномоченная по правам ребенка Республики Башкортостан. Календарный график следующий, то есть мы с вами стартуем 1 декабря, а проведение финала у нас планируется в апреле месяце. Сам заочный этап будет длиться до 30 марта, когда вы можете ваши исследовательские работы, проекты в рамках первого конкурса и второго конкурса представить на конкурс. Хотелось бы сказать, что в этом году мы учли все те замечания, которые были по прошлому году, посмотрели мы работу еще раз, и в этом году мы предлагаем поддержку именно подготовки ваших проектов по цифровой проекции. То есть, что это представляет из себя эта поддержка? Это будут ролики, которые отсняты и будут размещены в социальной сети ВКонтакте, кафедры обществознания, права и социального управления, где будут небольшие ролики, которые будут детям на понятном языке рассказывать, что нужно делать, как материал собирать, как подготовить видеоматериал, ну и как это все озвучить. Поэтому у нас разделен, получается, календарный график на несколько этапов. Да? Ну вот у нас сейчас до 15 декабря мы консультации, да, разработку цифровых ресурсов проводим и выкладываем на сайт уже выложено. Ну и вот сейчас с 15 декабря по март у нас будет консультации. Кому необходима будет еще дополнительная информация, мы готовы проконсультировать по подготовке проектов. Кто может быть участником? Участниками проекта могут быть ученики 9-11 классов, психолого-педагогические классы, студенты образовательных учреждений. Но хотелось бы сразу сказать, что мы не отказываем и не разворачиваем те работы, которые написаны детьми и 8 и 7 класса. Бывают очень достаточно хорошие работы, которые делают и ребята младших классов. Но основной упор, конечно, на 9-11 классы. Рабочим языком является русский язык. Каждый участник может подать не более одной заявки в номинации. Третий конкурс стартует 1 декабря. За прошлый год он показал довольно-таки неплохой, наверное, охват. У нас активно участвуют ребята из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. То есть включается в этот процесс. Я думаю, что сам конкурс, сам формат конкурса довольно-таки интересный тем, что он ориентирован на самих ребят, которые умеют снимать видео. Да? Это не просто исследовательская работа, а уже перейдем на новый формат. Мы предлагаем следующие номинации, то есть это исследовательская работа, которая представлена в виде видеоролика. Это может быть следующие номинации. Мы предлагаем 6 номинаций. Это «Мой соотечественный», «Моя семья», «Наследники ремесел», «Мой учитель», «Моя земля», «Памятник истории и культуры», «Время детства». Сам проект на большей степени направлен именно на патриотическое воспитание, формирование гражданской идентичности. И героями этих роликов могут стать те люди, которые окружают этого человека. Известные учителя, известные люди, да, это дети, которые что-то делают для того, чтобы преобразовать мир в рамках 6-й, да, номинации «Время детства». Это может быть известные какие-то архитектурные сооружения, дома, скульптуры, которые есть в этом населенном пункте, где живет ребенок и который хочет рассказать об этом. То есть темы довольно-таки широкие, тематика, поэтому здесь можно найти каждому свою интересную тематику, ну и представить на конкурс. Здесь представлены на этом слайде те требования, но я думаю, что в положении они тоже будут
представлены, положение прописано, поэтому останавливаться здесь не буду. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели на вот эти QR-коды, то есть можно посмотреть видеоролики лучшие, которые были представлены участниками конкурса в 2022 и 2021 годах. То есть это на Рутубе и на Ютубе эти ролики находятся. 10-й Всероссийский конкурс эссе – это конкурс, который, наверное, традиционный, и каждый год количество ребят увеличивается, желающих при нем принять участие. Это, получается, взгляд молодежи на те вещи, которые происходят вокруг нас. Ну, в цифровом мире, да, мы говорим, быстро меняющемся мире, очень интересно услышать взгляд, мнение ребят. Так. Ну, цели здесь выявление талантливой молодежи, да, ну, общая культура, конечно, требования к эссе, они известны, я думаю, что здесь вопросов не возникнет. Ну, номинации. Ребятам будут предложены высказывания, в рамках которых им нужно будет высказать свое мнение, поразмышлять. Это первая номинация «Учитель будущего». Следующая номинация «Современное общество и человек». Третья номинация – это «Молодежь 21 века». Ну и сами конкурсные работы – это для школ, это 2 печатных листа, для участников с колледжей от 2 до 3 печатных листов и для студентов вузов от 3 до 5 печатных листов. То есть требования тоже обозначены, необходимо приложить ссылки, да, то есть литературу, которую использовали при написании. Победителями считаются участники конкурса, награжденные дипломом первой степени. Призерами считаются те участники, которые прошли и приняли участие во 2-м очном туре. Статус победителя в этом году и призера Всероссийского конкурса «Моя земля в цифровой проекции» и Всероссийского конкурса эссе по обществознанию «Взгляд молодежи на меняющийся мир» дают дополнительные 10 баллов при поступлении в Акмолинский университет. Я думаю, что это действительно довольно-таки неплохой бонус для тех ребят, которые будут поступать в Акмолинский университет. Ну и надо сказать, что если большинство конкурсов у нас сегодня на платной основе, эти конкурсы проводятся на бесплатной основе. Регистрация будет проходить на форумах Яндекс, то есть и как первый, так и второй, где нужно будет заполнить анкету и загрузить или ссылку на ваш видеоролик, или же, если формат и объем достаточно, то есть можно будет загрузить сразу саму заявку. То есть первый, второй конкурс. Хотелось бы тоже обратить внимание на сайты и на те ресурсы, где можно будет ознакомиться с ходом конкурса. Это и сайты БГПО, это кафедра обществознания, права, ну и, конечно же, это на социальные сети. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Салават Ришатович. Можно, вот у меня возник вопрос в ходе вашего рассказа, раз у нас методический семинар. Подскажите, пожалуйста, вот какие часто делают ошибки участники конкурса, которые бы можно было заранее как-то избежать? Может быть, какие-то есть из года в год повторяющиеся, чтобы ребята могли учесть это уже при подготовке к конкурсу? Ну, мы эти, получается, ошибки, наверное, учли, когда разрабатывали вот те видеоролики, которые будут в этом году представлены. Ну, то есть, во-первых, есть чисто технические вещи, которые можно было бы избежать. Например, когда ребенок снимает видеорепортаж и, например, направляет или, получается, то вертикально, то горизонтально камеру. И в результате, когда идет монтаж, получается там темные поля, да, то есть не совсем вот красиво получается сам ролик, хотя содержательно очень емкий, очень красивый материал. Следующий момент, мы все-таки говорим, что это исследовательская работа, да, то есть надо учитывать, что мы правильно должны указывать те источники, которые мы используем.
То есть не просто рассказ, да, а мы должны показать и исследовательскую часть, что на основе анализа архивных данных, да, или мы изучили семейные документы семьи такой-то, да, или же мы обратились к научной литературе, в которой мы узнали. То есть нам надо показать действительно, что то, что вы говорите, то, что вы собрали, это не просто какой-то рассказ, который вы взяли там с определенной книжки и все его озвучили. Да? Нам надо показать, что действительно проведена определенная работа. Но мы данные проекты вообще видим как проектная деятельность, поэтому, особенно если здесь учителя, можно вот этот проект завести как проектная деятельность, потому что сопровождающие ролики есть, да, то есть мы готовы оказать и консультации по этим роликам, то есть как их готовить, да, как подготовить текст, как подготовить сам видеоролик, как его осуществить, там, видеомонтаж. Мы в этом плане вам можем помочь. Если у вас есть внеурочная деятельность, да, есть определенные кружки, то есть можно этот проект как раз-таки подвести вот под этот конкурс. Мы будем рады увидеть ваши ролики, и самое лучшее мы обязательно разместим на сайте. И я знаю, что вот некоторые, так скажем, наши товарищи уже используют в практической деятельности эти ролики. Ну, везде снимали. Поэтому для нас это радостно. Большое спасибо вам. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Можно свои вопросы, которые возникают в ходе нашего семинара, задавать. Обязательно посмотрим и ответим на них. Если вдруг какие-то вопросы возникнут после нашего семинара, можно будет направить по тем контактам, которые будут указаны. Обязательно все рассмотрим. Ну, а теперь я бы хотела предложить перейти к обсуждению Акмолинской олимпиады. И у меня сейчас произойдет смена гостя. Позвольте представить Ильяс Бакирович Янзигитов. Он как раз-таки у нас курирует нашу Акмолинскую олимпиаду и является ведущим специалистом нашей новой такой красивой территории, которая называется Технопарк универсальных педагогических компетенций. Слово вам. Расскажите, пожалуйста, что нас ожидает, какие есть нюансы и как все будет происходить. Всем доброго дня, уважаемые участники сегодняшней конференции. Говоря об Акмолинской олимпиаде, она является перечневой олимпиадой, которая входит в список Министерства просвещения. Вот. У нас эта олимпиада поделена по предметным. Есть перечневые предметы, есть дополнительные предметы. То есть там есть свои определенные условия при поступления, например, в вузы. Но это мы дальше с вами рассмотрим. К перечневым предметам у нас относятся математика, география, физика, биология, английский язык, русский язык, история и обществознание. Также у нас есть дополнительные предметы. Это экономика, информатика, башкирский язык и татарский язык. Вот. У нас уже получается отборочный этап, у нас делится олимпиада на два этапа, то есть отборочный и заключительный. Отборочный этап он проходил в онлайн формате, по перечисленным предметам он проходил с 10 октября по 30 ноября 2022 года. Я надеюсь, те ученики, которые сейчас меня слушают в этой трансляции, возможно, уже успели пройти, я очень на это надеюсь, да. Также у нас проходят сейчас отборочный этап, да, по дополнительным предметам. По экономике она закончилась вот недавно, 10 декабря, но у вас есть, кто еще не прошел нашу олимпиаду, по дополнительным предметам у нас есть еще информатика, она будет проходить до 30 января, башкирский язык до 15 января 2023 года и татарский язык, который будет также до 15 января 2023 года. Вот. После чего у нас будет заключительный очный этап по всем предметам. То есть там будут как и перечневые предметы, так и дополнительные с 1 по 31 марта 2023 года. Вот. У нас в данной олимпиаде участвовало порядка 8400 участников. Вот. Это на почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Вот. Участвовали с разных регионов.
Очень большое количество участвовало с Московской области. Очень удивительно, конечно. Да, и... Там, наверное, у нас есть предыдущие участники прошлых лет, возможно, скорее всего. Да. Вот, поэтому участвовали со всей России, даже были представители из ближнего зарубежья. Вот. Если смотреть по цифрам, то у нас очень большое количество участников оказалось по математике, английскому языку и русскому языку. Вот. Я надеюсь, что в следующем году данные цифры будут и у других предметов очень высокие, потому что по другим предметам тоже будут интересные задания. Вот. Пока что по дополнительным предметам мы еще будем выводить цифры, да, и, возможно, это число, общее количество будет превышать больше, возможно, даже 10 тысяч. Вот. У нас, так как уже отборочный этап закончился, да, окончательные итоги заочного этапа мы будем размещать до 20 декабря, то есть там будут публикации зашифрованных протоколов с ответами на задания. Мы будем объявлять участников, которые прошли на заключительный этап, и будем публиковать уже расписание заключительного этапа до 28 декабря. Надеюсь, что к этому времени вам уже будет известно, особенно тем, кто поучаствовал, и, возможно, те, кто сейчас нас слушает, из тех учеников, которые пройдут на заключительный этап, да, кому будет интересно, они уже могут узнать в дальнейшем, к какому сроку надо уже готовиться для заключительного этапа. Данные мы будем опубликовывать в разделе «Новости». Я так понимаю, мало кто ориентируется иногда по сайту, но обычно все, что происходит по Олимпиадам, мы выкладываем в разделе «Новости». Там вы будете узнавать о результатах Олимпиады, да, и что дальше ожидать. Вот. Очный этап у нас, как я говорил, будет проходить с 1 по 31 марта 2023 года. Мы планируем больше 1800 участников принять, да, в зависимости от процента тех, кто пройдет на заключительный этап. Вот. Что вас ожидает в очном этапе, это не только выполнение каких-либо заданий, но также будут программы, связанные с знакомством с факультетами, институтами для участников и их наставников, награждение участников и победителей и призеров в дальнейшем, после подведения итогов. Вот. Итоги будут подводиться в течение 10 дней после окончания Олимпиады. Вот. После чего мы также будем все это выставлять в разделе «Новости» на нашем сайте. Что же вам дает вообще, так скажем, участие на нашей Олимпиаде, особенно после окончания заключительного этапа? Это дипломы победителей и призеров, перечень предметов очного этапа. Они дают дополнительные баллы при поступлении не только в наш вуз, да, но и в вузы другие вузы России. Вот. Там то есть победители получают 10 баллов, и призеры в зависимости от степени тоже получают дополнительные баллы. Вот. Участники же Олимпиады получают 2 балла за участие. Что касается дипломов победителей и призеров по дополнительным предметам очного этапа, они дают дополнительные баллы при поступлении уже в наш вуз. Вот, поэтому я думаю, что это также является таким значительным бонусом, если сложить еще, как сказать,
тем баллам, которые вы получите по результатам ЕГЭ. Вот. Это очень важно, потому что каждый балл, ну, за каждый балл вам надо будет побороться, потому что конкуренция будет очень высокая. Также наши контакты — это сайт Олимпиады, это у нас телеграм-канал Олимпиады и сообщество ВКонтакте, где также освещается все то, что происходит с нашей Олимпиадой. Также для контакта у нас есть вот почта Олимпиады, куда вы можете присылать ваши письма, задавать вопросы и так далее. Вот. Отдельно есть QR-код сайта Акмолинской Олимпиады и QR-код нашего сообщества ВКонтакте технопарка БГПУ имени Акмуллы, где вы также можете ознакомиться не только с нашей Олимпиадой, да, но и с другими мероприятиями, которые, возможно, для вас будут интересны. Вот. На этом у меня все. Большое спасибо, Лес Бакирович. Я все-таки прошу, наверное, учителей и учащихся обратить внимание на то, что еще три предмета только-только, в принципе, открылись, да, и отборочный тур еще идет, вы можете успеть к ним подключиться. А именно для чего это нужно, я так раз-таки расскажу уже в своем выступлении, что дает, как это будет учитываться по итогам Олимпиады и вообще на что обратить внимание, пока у нас есть время до того, как вы выбрали ЕГЭ. Так, ну, во-первых, я думаю, не стоит напоминать, да, что до 1 февраля дети, ученики выбирают перечень ЕГЭ, которые будут сдавать. Большинство, конечно, я понимаю, что уже сделали свой выбор, но я все равно проговорю те вещи, которые стоит еще раз напомнить и учащимся, и учителям, возможно, которые работают с родителями и консультируют по данному вопросу. Ну, во-первых, я хотела бы напомнить, что у каждого вуза на каждый учебный год, точнее на год приема, существует такое понятие пороги ЕГЭ. Это тот минимум баллов, который необходимо набрать, чтобы была возможность поступить в университет. Если у поступающего будет балл ниже вот этого балла, который указан, например, в нашей таблице, значит, мы этот балл просто не сможем учесть. И я здесь специально для вас выделила цветом те предметы, которые, в принципе, являются такими самыми популярными, основными при поступлении. Это русский. Русский язык, он обязательный предмет при поступлении на любую специальность в любом вузе. Математика. Здесь я хотела бы тоже еще раз обратить внимание, что если вы хотите поступить в вуз и в перечне вступительных испытаний есть математика, то это только профильный уровень. Очень много у нас бывает разочарования в период поступления, когда дети не думали, что нужна будет математика при поступлении, потом выясняется, ну, приоритеты как-то изменились, желания поменялись, и на желаемую специальность нужна математика. И, к сожалению, с базовой мы вас принять не сможем. Единственный вариант, когда вы не сдаете математику профильного уровня, это когда при поступлении ее просто нет в перечне вступительных испытаний. На это вот я прошу обратить внимание и детей, и родителей, и учителей. Ну, из плюсов здесь то, что учитывается ЕГЭ за 5 лет, с 2019 года можно результаты, если вдруг есть какие-то учащиеся, кто в том году по каким-то причинам не смогли поступить, эти ЕГЭ еще действительны. Здесь я еще хотела бы обратить внимание для тех, я знаю, что к нам подключаются еще те, кто в колледже учатся, и методисты, которые работают с колледжами. Здесь хочу напомнить, что с прошлого года студенты, выпускники колледжей поступают не по ЕГЭ, а они поступают по внутренним экзаменам, которые имеют профильность. И здесь пороги у нас установлены для всех предметов, неважно какие, 40 баллов. Если вдруг вы будете поступать на творческие специальности или те специальности, которые в своей профессиональной деятельности имеют какие-то особенности и предусмотрен творческий или профессиональный экзамен, например, на логопедию такой вот экзамен предусмотрен, физическая культура, по родным языкам, где башкирский, татарский нужно знать, там предусмотрены наши внутренние экзамены, и вот у них порог будет 50 баллов. Если вдруг вы захотели поступить в магистратуру, это уже больше информации для родителей и учителей, то для вас будет порог при вступительных испытаниях 50 баллов. Ниже вот этих порогов, неважно, будете вы поступать на заочную форму обучения, на коммерческие основы, это не имеет значения, баллы должны быть вот не ниже указанных в этой таблице. Так.
Следующее, на что я хотела бы тоже обратить внимание, с 1 ноября уже все университеты разместили на своих сайтах информацию для абитуриентов. Мы уже все знаем, какие специальности будем набирать, сколько у нас бюджетных мест, какие вступительные испытания. Конкретно то, что касается нашего сайта, вот эту хорошую форму, где все в одном месте указано, можно уже скачать. QR-код ведет прямо на документ. Если вдруг вы не можете отсканировать QR-код, то можно зайти на наш официальный сайт, найти вкладку «Абитуриенту», попозже я ее вам покажу более подробно, и нажать кнопку «Бакалавриат». И тогда вы сможете попасть на нашу страницу приемной комиссии, где уже будут размещены все документы. Здесь хочу обратить внимание, что именно как документы, они все у нас размещены в самом низу блока. А все, что выше, там красиво, визуально сделано для абитуриента, чтобы было удобно пользоваться конкретно по специальностям, там можно будет тоже посмотреть. Теперь то, что касается вот этой таблицы информации. Здесь у меня на примере Института физики, математики и нанотехнологий расклад. Шапочку тоже можно будет в таблице посмотреть. Я сейчас просто покажу, на что обратить внимание, как смотреть. Первые две колонки, они указывают направление и профиль. А если вы будете поступать на педагогические направления, то ваша специальность будет начинаться с шифра 44.03.01 либо 05. Как вы видите, вот, например, здесь на экране 11.03.04 это электроника и наноэлектроника. Это означает, что это не педагогическая, это инженерная специальность. А вот 44.03.01 педагогическое образование и профиль информатика, информационные технологии в образовании это педагогическая специальность. А дальше, что вас еще обычно здесь интересует, это сколько бюджетных мест. Бюджетные места, здесь тоже, вот видите, у меня колонку, тут еще по формам обучения разбивка идет, пока я просто для примера, что, например, 12 бюджетных мест и какие вступительные испытания. В этой таблице указаны сразу все вступительные испытания для всех абитуриентов. Но первая колоночка, она как раз-таки для тех, кто поступает на базе школы, то есть заканчивает 11 класс и будут поступать в университет. И, например, для них будет 3 вступительных экзамена должно быть. Первый русский, говорю сразу, как я уже говорила, это для всех специальностей и направлений, независимо от профиля. Это все дети сдают обязательно. Дальше идут уже экзамены, например, в данном случае математика. Видите, есть такая сносочка, да, второй индекс. Там будет в конце документа такая приписочка, что это только профильный уровень. И вот здесь видите информатика либо физика. Сейчас тоже объясню, что это такое значит, что за выбор такой. А для тех, кто будет поступать на базе колледжа, то есть тех, кто имеет уже диплом колледжа, для них немножко другие экзамены. Но русский тоже обязательный для всех специальностей. Хотела бы обратить внимание, что если вы будете поступать на несколько специальностей, и везде будет русский, его не надо сдавать столько раз, сколько заявлений вы подаете. У вас будет один раз русский язык только сдан. И результат уже учитываться. И вам нужно будет взять, например, основу математики, математического анализа и физика и электроника. Здесь я хочу тоже сказать, не бойтесь названий экзаменов. Это уровень не университета, это уровень вступительных испытаний, это основы предметов, не надо их бояться. И мы, в принципе, с колледжами работаем по такому принципу, что проводим репетиционные экзамены, когда можно посмотреть вообще на уровень вопросов, посмотреть, как это все происходит, чтобы вы уже не боялись, когда это все будет происходить действительно в приемную кампанию. Ну и то, что касается той фразы, которую я обратила внимание, да, есть у нас в перечне вступительных испытаний один из экзаменов предусматривает выборность. Например, вы видите, указано математика и русский – это обязательные ЕГЭ, а есть информатика, запятая физика, и написано по выбору. Что это значит? Это значит, что абитуриент сам выбирает, какой из ЕГЭ ему предоставить. Например, он может принести ЕГЭ по информатике, может принести по физике. Он может принести и то, и другое, и мы автоматически ему засчитаем наибольший балл. Поэтому я здесь как раз-таки рекомендую всем учащимся, кто сейчас делает выбор по ЕГЭ, еще, возможно, не сделал, вам нужно для себя сначала понять, кем вы хотите быть, потом посмотреть, какой вуз готовит данного специалиста, по какой специальности вы можете получить эту свою желаемую профессию. И посмотреть уже конкретно, какие ЕГЭ необходимы для поступления в университет. И, к сожалению, когда вы уже сделаете свой выбор 1 февраля, вы уже не сможете внести изменений. И очень часто у нас бывает вопрос, можно ли в университете сдать ЕГЭ. В университете ЕГЭ вы, к сожалению, сдать уже не сможете. Вам нужно будет ждать год.
либо вы можете пойти немножко длинным путем, пойти поступить в колледж, и по завершению колледжа уже без ЕГЭ будете поступать по нашим внутренним экзаменам. Поэтому здесь еще раз хотела бы попросить и родителей, наверное, учителей, проверьте выбор ЕГЭ учащихся 11 классов, насколько это все соотносится с тем желаемым, куда они хотят. Очень часто у нас при приеме бывают ситуации, что приходят с таким набором ЕГЭ, с которым просто невозможно куда-нибудь поступить. Например, информатика, там, химия и биология, и все, и нету никаких других вариантов. Я здесь сразу могу сказать, что почти при поступлении во многие вузы, неважно в наш, не в наш, либо вторым экзаменом стоит математика, либо обществознание. И очень часто бывает биология. Поэтому я здесь могу только посоветовать выбрать вот эти вот ЕГЭ точно. Ну, возможно, биологию не для всех пригодится. Но математика и обществознание я бы рекомендовала сдавать максимальному количеству учащихся, потому что это, в принципе, ваш допуск в университет. С таким набором ЕГЭ у вас точно будут какие-то варианты. И вообще бы рекомендовала сдавать максимальный набор ЕГЭ, максимально, что вы можете, потому что вы видели, пороги не такие высокие по ЕГЭ, но вы уже будете претендовать и иметь право на поступление в университет. Поэтому здесь еще раз проверьте свой набор ЕГЭ, который вы выбрали. У вас еще, в принципе, полгода для того, чтобы подготовиться по ЕГЭ. Приемные кампании у нас стартуют во всех вузах 20 июня, еще время есть, поэтому здесь прошу еще раз очень внимательно это проверить. Теперь то, что касается нашего сайта, как найти приемную комиссию. Когда, конечно, будет приемная комиссия в самом разгаре, здесь на сайте будет все посвящено приемной комиссии, все пути будут ввести в приемную комиссию, вы не промахнетесь. Для того, чтобы сейчас что-то посмотреть, вы когда зайдете на сайт, увидите такие разные красивые баннеры, они будут меняться, на это можете не обращать внимания. Здесь так попало, что Акмолинская олимпиада так раз в тему вышла. И увидите кнопочку «Абитуриенту». Вот когда вы на нее нажмете, вы будете сразу перенаправлены на сайт приемной комиссии. Там будут еще у вас ожидать кнопки бакалавриат, специалитет, магистратура, в зависимости от того, куда вы будете поступать. И все документы будут уже там в одном месте. Здесь у вас тоже в период приемной кампании будет личный кабинет абитуриента, здесь будет горячая линия, можно будет звонить, писать, но это вы совсем разберетесь уже в ходе того, когда будете поступать. А следующий это как раз-таки блок, который, наверное, сейчас будет полезно осветить, потому что еще есть время что-то сделать и какие-то индивидуальные достижения заработать. Есть такое понятие индивидуальные достижения. Они дают преимущество, можно сказать, при поступлении. Максимум индивидуальные достижения могут давать 10 баллов. Даже если, например, у вас будет по сумме каких-то достижений очень много, и как бы вы их можете просуммировать в своей голове там, до 30, до 50, но учесть мы сможем только 10 баллов. В каждом вузе перечень индивидуальных достижений разный. Обратите на это внимание. Баллы за каждое индивидуальное достижение тоже разные. Здесь каждый университет решает сам, за что поощрять абитуриента, что ему более важно и интересно. Здесь QR-код ведет сразу на документ, где описаны все индивидуальные достижения. Это прям отдельно будет документ, удобно им будет пользоваться, можете посмотреть. У вас, в принципе, до июня тоже время достаточно много, можно еще вот и успеть забежать в последний вагон Акмолинской олимпиады. У вас еще вот конкурсы стартуют, которые тоже можно поучаствовать и получить свои заветные дополнительные баллы. Не надо смотреть, что от 2 до 10 баллов, да, казалось бы, так мало, но когда вы будете поступать, вы поймете, насколько это много, когда 1 балл будет решать вашу судьбу. Особенно, когда поступают на бюджет, это действительно очень ценно. Здесь вот я кратко хочу рассказать, какие у нас будут индивидуальные достижения на следующий 2023 год приема. Здесь из новшеств у нас теперь значок ГТО учитывается в градации. Серебро и бронза дают 2 балла, а золото 5. Также мы традиционно учитываем специально для Института физической культуры и здоровья человека, учитываются спортивные достижения абитуриентов, там от 5 до 10 баллов. В порядке приема, в правилах приема у нас все расписано более подробно, можно ознакомиться заранее, где-то, возможно, тоже успеть поучаствовать. Конечно же, мы поощряем тех выпускников школы и колледжей, которые имеют документ по завершению, точнее, своего обучения, будут иметь документ с отличием. 5 баллов вы сможете получить, и здесь я хочу обратить внимание, прям выделила жирным, что именно должно быть в документе написано вот эта вот фраза «с отличием». Если этой фразы нет, дополнительные баллы мы не сможем вам начислить. Поэтому обратите внимание, уважаемые учителя, работники образовательных организаций,
На это тоже обратите внимание, это влияет на судьбу выпускников. Уже в третий год мы учитываем добровольческую деятельность. Здесь тоже есть свои нюансы. За каждый год не более 1 балла, 4 года мы можем учитывать, и есть диапазон по часам. Если сейчас правильно вам скажу, там должно быть не менее 30 часов в год волонтерской деятельности. Как это все проверяется, тоже у нас есть в правилах приема. Это не просто так, что вы решили, что вы занимались какой-то волонтерской деятельностью. Должны быть подтверждающие документы. Это волонтерская книжка, это на сайте должно быть проверяемо. Поэтому тоже обратите внимание. Ну и, конечно же, мы учитываем большой перечень олимпиад. Конечно же, все перечневые олимпиады из списка Министерства просвещения, из списка Министерства образования и науки Российской Федерации. Здесь тоже у нас есть градация. Призеры 5 баллов, победители 10. Конечно же, мы учитываем результаты Всероссийской олимпиады школьников. И здесь тоже прошу обратить внимание, есть заключительный этап, это 10 баллов, и призеры, победители регионального этапа получат 5 баллов. Очень много часто бывает вопросов про муниципальный этап. Нет, муниципальный этап у нас при поступлении не учитывается. Поэтому поощряются только те, кто прошли в региональные и заключительные этапы. Здесь хочу тоже обратить отдельное внимание на олимпиаду, межрегиональную олимпиаду школьников по башкирскому языку и литературе. Она тоже так достаточно активно в ней ребята участвуют. Здесь она у нас будет учитываться в приоритете на филологические факультеты и институты. 10 баллов они получат и 5 баллов на другие факультеты и институты. Конечно же, традиционно мы учитываем чемпионат Обилимпикс, 5 баллов можно за это получить. Тоже ребята еще, возможно, где-то можно поучаствовать. И тоже прошу обратить внимание учащихся родителей и учителей. Посмотрите, какие у вас были победы. Иногда просто забывают что-то приложить, забыли, что где-то поучаствовали, победили. Поэтому посмотрите заранее пакет документов, уже готовьте в плане индивидуальных достижений. И, конечно же, еще вот мы учитываем, по-моему, только с этого года большая перемена, всероссийский конкурс. Здесь тоже у нас от 3 до 5 баллов можно за него получить. И то, что касается новшеств. Здесь в этом году мы прям отдельно прописали Республиканскую олимпиаду школьников по истории Великой Отечественной войны. Я помню, я горжусь, 2 балла можно получить. И то, что сегодня как раз-таки мы более подробно рассматривали, Акмулинская олимпиада школьников и студентов организации профессионального образования, это полное название Акмулинской олимпиады. За участие можно получить 2 балла, без разницы, на какой факультет и институт вы будете поступать. И призеры-победители получают максимальный балл 10 баллов. И как уже до этого тоже Салават Ришатович говорил, 2 конкурса, которые мы впервые внесли в правила приема. Они дают тоже 10 баллов, наличие статуса победителя или призера. Здесь прошу учитывать еще тот факт, что там, как вам уже рассказывали, много номинаций, поэтому очень хорошая возможность получить свои 10 баллов. Поэтому обратите внимание на вот эти новые конкурсы «Моя земля в цифровой проекции» и «Взгляд молодежи на меняющийся мир». Очень интересное мероприятие и очень хорошая возможность дополнительные баллы получить. Ну и здесь мои контакты приемной комиссии. Я так понимаю, что очень много будет вопросов, наверное, у тех, кто посмотрит наш семинар в записи, или, возможно, по прохождению какого-то времени возникнут какие-то вопросы. Не стесняйтесь, можно писать на почту, можно звонить, обязательно ответим и поможем. Здесь коллеги тоже свои контакты оставляли. Презентации мы обязательно выложим в новости. И если нужно будет кому-то выслать в личное сообщение по своей личной почте, вы можете написать вот на любой из этих ящиков. Мы обязательно вам перенаправим все материалы по итогу семинара. Не переживайте за это. Ну и, наверное, перейдем к вопросам, если они есть. Сейчас нам помогут, подскажут, были ли вопросы в ходе наших выступлений, и мы попробуем на них ответить. Так, говорят, что у нас нет вопросов, поэтому, как я уже говорила, если вдруг они возникнут, мы обязательно на них ответим. Большое спасибо всем, кто смог принять участие в нашем семинаре. Наверное, уже можно даже поздравить вас с наступающим Новым годом. Желаем вам то, чтобы все, что вы напланировали, обязательно принесло вам результатов. Следующий учебный год принес еще больше полезные, интересные результаты. Ну а мы прощаемся с вами и ждем вас в нашем Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы. До новых встреч!